праздником вас! Христос воскрес! Слава Богу, Он живой! Давайте мы поднимемся на наши ноги. Давайте мы помолимся, благословим это собрание, и мы будем начинать. Я так рад вас видеть всех. Аллилуйя. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за милость Твою, благодать, за это солнце, за этот день чудесный, за то, что мы могли прийти сюда своими ногами. Господи, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса, за Твой чудесный план по спасению всего человечества и каждого из нас лично, Господи. Благодарим Тебя, Иисус, за Твою жертву. Мы здесь, чтобы почтить Тебя, чтобы прославить Тебя и чтобы слышать Твой голос, чтобы назидаться, чтобы жизнь наша, она менялась. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки и просим, Господь, пусть никто отсюда не уйдет равнодушным, Господь. Коснись каждого, Господи. Нам каждому нужно что-то в жизни, Господь. Зачастую мы даже сами не знаем. Может быть, у кого-то нет мира какого-то. Я провозглашаю, что Ты получишь ответ на свои вопросы. Во имя Иисуса Христа. Пусть будет так. Господи, я прошу Тебя, кому нужно ободрение, пусть получит ободрение, Господь. Кому нужно слово знания, как поступать, пусть он получит это слово. Господи, если кому-то нужен толчок какой-то, побуждение к чему-то, пусть это будет. А это пусть будет сигнал кому-то для того, чтобы пора действовать. Аллилуйя, Господь. Отец, еще раз мы отдаем это собрание в Твои руки. Двигайся, как Ты хочешь, и делай, что Ты хочешь. Потому что Ты глава церкви, и мы поклоняемся Тебе. И весь Божий народ сказал: аминь. Давайте мы Господа прославим, потому что Он достоин.
Боже мой, воздаем Иисусу славу, Господь. Мы радуемся с тобой вместе, Иисус, в этот день. Аллилуйя, Господь. Сын Божий, Спаситель, Ты поднял меня из тьмы.
все звезды в небесах, и солнце скрыла тьма, когда страдал Спаситель мира, распятый на кресте, пролил Он кровь за нас, проклятие грех понес за нас. Последний сделал вздох, небесный свет угас, во гробе Божий Сын оставлен. Он кровь свою пролил и битву победил, разлитой силой смерти ада. Вдруг собралась земля, от гроба камень пал, всё победить смогла любовь Христа. Где жало твое сердце, наш Царь Иисус воскрес, и власть греха разрушил вовеки, прославлен Он вовеки, превознесен вовеки, воскресший, вечно живой, вечно живой. Слава, аллилуйя, слава, аллилуйя, слава, аллилуйя, Отцу Божьему. 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 Прославлен Он вовеки, превознесен вовеки, воскресший, вечно живой, вечно живой. Вовеки прославлен Он, вовеки превознесен вовеки, воскресший, вечно живой, вечно Спасибо, Господь. Ты доказал свою любовь, Иисус. Ты возлюбил, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Господь. Мы благодарим Тебя за такую любовь, которую нам никогда не понять и не постичь.
Потому что мы никогда бы не смогли отдать своих детей за того, кого бы мы сильно любили. Но Ты смог, потому что Твоя любовь, она настолько безгранична, она настолько безусловна, она настолько всеобъемлющая. Спасибо, Иисус, за Твою любовь. Превыше силы, превыше царств, превыше славы и всех земных богатств, превыше мудрости и всех путей земли. Великий Бог, владыка всей земли, превыше солнца и всех планет, превыше всех чудес, какие видел свет, превознесенный над небом и землей. Пути прекраснее, чем трон. Мир окреп, Ты вознес на крест, был распят и в третий день воскрес, как цветок, растоптанный в пыли. Отвержен был, но всех любил, превыше всех. Kanlıkta küsten en ürdün gün, Sürderi baydo kirden erten espert, Örkünü döktür sirderi sollara, Tengnesteden akar dağlara. Ayağçı ürdün ayılı bıgırdan, Ürdüktün kanıda sirderi ciklinden, En ürdük gün sirden da kalandan da, En az pıt solun keretten kere. Kiresken anıları söktün, ölmüdün, Onlar dilliydin, tepsiliydin, Silbekki keretten, gelen yıllar, Sen bir tapta bıdın. Мир окреп, Ты вознес на крест, был распят и в третий день воскрес, как цветок, растоптанный в пыли. Отвержен был, но всех любил. Мир окреп, Ты вознес на крест, был распят и в третий день воскрес, как цветок, растоптанный в пыли. Отвержен был, но всех любил, превыше всех, как цветок, растоптанный в пыли. Отвержен был, но всех любил, превыше всех.
Аллилуйя. Господь, благослови каждого, кто пришел сюда сегодня своими ногами, а также каждого человека, который будет смотреть или смотрит сейчас трансляцию. Господи, и мы склоняемся перед Тобой, приносим наши нужды. Прежде всего, Господи, мы просим Тебя о тех, у кого есть какой-то недуг, о болящих. В этот день, Господь, Ты победил смерть, Ты победил всякую болезнь. И мы просим Тебя, Господи, пусть будет божественное здоровье у каждого, кто нуждается в этом. Я запрещаю всякой болезни именем Иисуса Христа. Если у кого-то из присутствующих что-то прямо сейчас болит, можешь положить руку на это место, и мы помолимся. Господь, исцели во имя Иисуса. Господи, Ты это делаешь, не мы. Ты уже победил смерть, Ты победил всякую болезнь, Господь. И мы просим Тебя, пусть это будет реальностью в нашей жизни, Господи. Господь, мы просим Тебя также за все церкви по Якутии, по России, прежде всего в нашем союзе, Господь, а также вообще за каждую церковь. У Тебя одна церковь вселенская, но много поместных общин. Господь, у каждой общины свое предназначение. И мы просим Тебя о том, чтобы каждая община, она вошла в это предназначение, она исполняла то, что Ты предназначил, Господи. Отец, мы просим Тебя о Твоем водительстве. Благослови пасторов, благослови святых отцов везде, Господь, в каждой церкви. Пусть они слышат голос Твой, следуют за Тобой, Господи. И пусть люди приходят туда и воздают славу Тебе. Мы не проповедуем какую-то церковь, но мы проповедуем Христа распятого. Только Иисус, Он спасает. Господи, пусть это будет реальностью в жизни каждого человека. Пусть каждый он придет к пониманию, что это означает, Господь. И мы просим Тебя также, Господи, за власти нашего города, нашей республики и нашей страны. Господь, Ты поставил этих людей, Ты наделил их властью. И мы просим Тебя, Господи, благослови их, как мы их сейчас благословляем. Господь, чтобы была мудрость в управлении страной, была мудрость в принятии решений, Господь, Ты их веди. Наша страна в такой непростой ситуации сейчас. И мы просим Тебя, чтобы жизнь людей в России, она менялась к лучшему, Господь. Несмотря ни на что, мы просим Тебя, Господь, Ты благослови, Ты веди. Господь, поставь, если нужно, советников каких-то, которые бы говорили, которые бы слышали Твой голос и направляли действия руководителей, Господь. Пусть будет так, Господь. Аллилуйя. И мы просим у Тебя о Твоей защите. Мы просим о том, чтобы у нас было мирное небо, Господь, во имя Иисуса. Дай нам жить в мире, Господь. Аллилуйя. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Еще раз доброе утро. Вы зря садитесь, не надо садиться еще. Давайте у нас такая традиция уже, наверное, начинается. У нас так много людей, кого я вижу вообще либо первый раз, либо мы давно не виделись. Буквально пару минут. Найдите кого-то прежде всего. Если вы кого-то видите первый раз, подойдите и скажите что-нибудь приятное. Благословите человека. Благословить — это сказать благое или хорошее по-русски. Провозгласите что-то в жизни человека. Скажи: как ты круто выглядишь. Ты такой красивый или красивая. Здоровья тебе. В общем, 2 минуты. Давайте мы поприветствуем друг друга.
Хорошо, пока мы еще общаемся или там благословляем друг друга. Дети, вы знаете, у нас добрая традиция. На каждом собрании мы также благословляем детей. Сюда вот выходите перед сценой. Дети, подростки. И вы знаете, что благословить по-русски это что значит? Сказать благое или хорошее, да? Мы верим, что в Библии написано, жизнь и смерть, она во власти языка. То есть те слова, которые мы говорим, они имеют значение, они имеют вес в этом мире. Не только в физическом, но и в духовном. Вот с этой стороны стола, ребят, можно в 2 ряда, все сюда. Сюда проходи. Поэтому сегодняшний день тем более не исключение, да? Давайте мы благословим детей наших, всех, кто здесь находится, и всех, кого нет, но они в нашей церкви. И я хочу попросить, у нас, вы обратили внимание, у нас гости, это старший командир, да, или всего Дальнего Востока, царские охотники, вы знаете, это Александр Прощелыгин и его прекрасная жена Надежда. Да, теплый прием, мы рады вас видеть. Я хочу воспользоваться такой возможностью, попросить его, у него уже богатый опыт благословения детей за много-много-много-много лет. И, Саш, помолись, пожалуйста, мы соединимся в молитве с ним. К Богу не возвращается ни одно слово тщетно. Если Бог посылает его на эту землю, Он хочет, чтобы нашими устами оно было высвобождено и произвело действие. Вот как, знаете, может быть, у вас уже дети взрослые, но может быть, вы уже бабушка, но ваша молитва, она очень важная и ценна. Я свидетель того, что я молитва мамы. Однажды она молилась, и потом я выяснил, что, оказывается, у меня и бабушка была также верующая, которая молилась за весь род. И, знаете, мы будем петь голосами наших детей, да, и голосами их детей. Потому что то, что вы высвобождаете в жизнь каждого ребенка, оно возымеет действие. Господи, мы благодарим Тебя и славим за каждое сердце, предстоящее пред Тобой. Мы благословляем, чтобы они были верными домостроителями, они были верными, Господь, в семье, верными в дружбе. Господи, чтобы они были верными в церкви во имя Иисуса Христа. Благослови, чтобы у них был божественный иммунитет против всякого греха, против всякого давления, Господь, этого мира, но чтобы в каждом сердце, Господь, был Твой стержень, который способен был являть Твою славу. Мы благословляем их детей, благословляем, Господи, просто их внуков и правнуков, Господи, чтобы это благословение, оно распространялось в род, и это было очевидно для многих народов. Во имя Иисуса Христа. Пусть Твое Слово, оно возымеет могущественное действие в их жизни. Аминь. Хорошо, и у нас есть особая молитвенная нужда. Может быть, кто-то помнит, вот Сергей и Аня Егоровы, которые уехали в Москву, были в нашей церкви когда-то и живут там, но у Ани родители остались здесь, и у ее мамы был инсульт. Вроде бы, слава Богу, приехали вовремя. Я так понимаю, что, ну, насколько я слышал, части тела не парализованы, но просили просто помолиться за нее, да, вот отдельно. Мы помолимся за этот платочек, чтобы потом могли прийти, принести на нее, положить еще раз. Это не какое-то волшебство, но мы верим в помазание, да? Мы верим, что Господь, Он исцеляет. Хорошо? Давайте мы помолимся и передадим. Просто аллилуйя. Господь, мы просим Тебя за маму Ани и просим Тебя, Господь, о полном восстановлении и исцелении, Господь. Мы провозглашаем, что все последствия, их не будет. Все пройдет бесследно, Господь. Пусть будет полное восстановление во имя Иисуса Христа. Господи, благослови врачей также всех, чтобы они не делали, Господь, чтобы все шло на пользу. Пусть будет полное восстановление, полное исцеление во имя Иисуса Христа. Да будет так. Аминь. Аминь. И Михаил Сунтар только что был здесь? Нет? Хорошо. Брат только что был здесь. Я хотел тоже за него помолиться. Если придет, мы за него помолимся.
И он просто приехал как бы здесь, вот он. Михаил, выйди сюда. Иди сюда. Да, ты. У нас брат Сунтар приехал. Он приехал на обследование, ну не на обследование, его вот решают, ему диагноз поставили онкология. И ложат в больницу. Давайте мы за него помолимся всей церковью, хорошо? За исцеление. Потому что мы верим, что Бог, Он целитель, Он исцеляет. Аминь. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за нашего брата во Христе. Господи, мы верим, что Ты целитель, что Ты исцеляешь, Господи, и мы приносим его перед Тобой в нашей молитве сейчас, и мы просим Тебя, Господь, благослови его, как мы его благословляем, Господь. Мы провозглашаем полное восстановление организма. Прямо сейчас мы запрещаем раку в его организме. Каждая раковая клетка засохнет. Мы провозглашаем нормальное деление клеток, божественное здоровье во имя Иисуса Христа. Просто будь здоров именем Иисуса. Будь здоров. Аллилуйя. Господь, восстанови его полностью. Исцели его, Господи. Пусть чудо будет в его жизни, Господи. Аллилуйя. Вся слава да будет Тебе. Просто будь здоров, я провозглашаю Тебя. Во имя Иисуса Христа. Божественное здоровье. Да будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Садись, Миша. Слава Богу. Вы знаете, да, что у нас, я не могу не сказать, можно вот сюда пройти, если там кто вот стоит, вот первый ряд у нас, наверное, почти все сели, вот сюда можно сесть, здесь места свободные. Проходите, не стесняйтесь. Проходите. У нас тут всякие сумочки лежат, можно их убрать и сесть. Сумочки можно подвинуть. Вы заметили, что у нас, не побоюсь этого слова, изменения позитивные? Сразу хочу сказать, что вот видите, да, белые полоски, здесь будут уголки, да, они будут. Просто меня вчера каждый человек, который приходил и спрашивал: а что, так и останется? Нет, не останется, будет все, красится, делается. И вы заметили, у нас еще подиумы появились. Теперь я хочу, чтобы вы ответственно к этому отнеслись. Кому нравится, поднимите руку. Круто. Я надеюсь, вы искренни в этом. И это только начало. Кстати, мужчины, я хочу, чтобы вы не убегали в самом конце. Нам нужно поднять вообще все, что находится в зале, сюда на сцену. Потому что завтра рано утром сюда зайдут строители и будут клеить ковровое покрытие дальше в зал. И нам нужно, чтобы в следующее воскресенье просто все уже высохло. А чтобы это высохло, требуется 72 часа. Самый край нам надо в среду уже закончить. Поэтому они придут завтра с утра сюда, и нам нужно освободить зал. Хорошо? Максимально это дело подготовить. Вот. Что еще? Еще раз, я рад вас всех видеть. И мы сейчас будем продолжать. У нас есть небольшие поздравления. Такие, да. И, наверное, вот мы, наверное, рано принесли вот это. Я сейчас уберу кафедру. Вы можете не вставать. У нас есть... Сейчас вот Лена нас поздравит. И потом еще пару песен. И мы дальше будем продолжать. Хорошо? Драгоценные, я хочу поздравить вас с этим великим праздником. И хочу, чтобы вы сейчас произнесли слово «свершилось». Скажите «свершилось». Когда-то это слово, оно очень сильно меня коснулось, потому что когда я читала, как Иисус висел на кресте, и последние слова, которые Он сказал «свершилось». То есть все, что мы сейчас проживаем, все уже свершилось. Иисус умер за нас, Он воскрес, Он живой. Свершилось, что мы в Царстве Божьем и в вечности. И это слово, оно очень сильно меня коснулось, когда я услышала эту песню, которую хочу спеть для вас. И чтобы мы вместе прочувствовали то, что сделал для нас Иисус. Музыка? Да, включаю.
Может, и реклама случайно включится. Минус. Сейчас, подождите, технически немножко мы тут отработаем. Нету громкости. Громко вроде. Давай. Обезображен, измучен он был, пригвожден ко кресту Божий Сын. Как велика сила Божьей любви, как дорога цена искупления нашей души. Свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах победил. Мой Бог живой, и я Его славлю, Ему воздаю всю хвалу. Мой Бог воскрес, и я с Ним воскресну, всю вечность я с Ним проведу. Мой Бог живой, и я Его славлю, Ему воздаю всю хвалу. Мой Бог воскрес, и я с Ним воскресну, всю вечность я с Ним проведу. Свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах будет вечная сила. Свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах будет вечная сила. Свершилось, свершилось, на небесах будет вечная сила. Мой Бог живой! Сейчас пока ребята готовятся еще, я просто вам хотел сказать, что мы также в процессе докупаем музыкальное оборудование, вы знаете, да? Вы заметили, что у нас
подиумы появились, мы поставили барабаны, из Жанна у нас теперь там вот на царском троне сидит, да? И, знаете, курс евро вырос, заметили? Ну, как бы, я к чему? Что, молитесь. Вы знаете, мы пытаемся купить вот стейджбокс один, и уже второй раз мы пытаемся купить подешевле, выходим ищем на Авито, и уже второй раз Бог отводит, мы попадаем на мошенников. И то есть, знаете, мы с ними договариваемся, вроде бы с людьми, вроде бы все дешево, и говорим, что к вам приедут люди, все проверят и заберут физически. И второй раз уже кто-то, они после того, когда слышат, что к вам кто-то приедет и проверит, что не нужно отправлять, что деньги им не отправят, они потихонечку сливаются как бы. Не знаю, может быть, Господь показывает, что нам нужно новое купить с магазина. Будем надеяться, что мы все-таки найдем, так же как пульт мы нашли не очень дорого. Но если вы не молитесь, молитесь. Я хочу, чтобы молитесь о том, чтобы нам все закупить, и молитесь о прославлении. О музыкантах, я верю, что у нас будет заполнено вообще все, что нам нужно, все музыкальные инструменты, чтобы у нас были люди. Хорошо? Не забывайте. Приветствуем, дорогая церковь. Мы тоже от нашей семьи хотим от всего сердца поздравить вас с этим великим праздником и спеть песню, не одну даже, а две. Это то, что для нас очень ценно. Заберу печаль и скорбь, заберу тоску, заберу боль, ведь я целитель Твой, ведь я спаситель Твой. Заберу печаль и скорбь, заберу тоску, заберу боль, ведь я целитель Твой, ведь я спаситель Твой. Взамен дам любовь, взамен дам я радость вновь. Взамен дам любовь, взамен дам я радость вновь. Заберу печаль и скорбь, заберу тоску, заберу боль, ведь я целитель Твой, ведь я спаситель Твой. Заберу печаль и скорбь, заберу тоску, заберу боль, ведь я целитель Твой, ведь я спаситель Твой. Взамен дам любовь, взамен дам я радость вновь. 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 Заберу печаль и скорбь, заберу тоску, заберу боль, ведь я целитель Твой, ведь я спаситель Твой. Мы хотим засвидетельствовать вам сегодня, что Господь, Он забрал всю нашу печаль, всю нашу боль. Мы полностью доверяем Ему, и Он взамен дал нам, каждому из нас, любовь, которая проявляется в наших отношениях и благословляет наших детей, когда мы доверяем до тысячного рода. Слава и честь Тебе принадлежат вовек. Хвала
вновь жизнь свою и любовь. Все, что во мне, Господь, Твое. Я буду жить и возвещать дела Твои, Господь, вовек. И ничего не сможет сделать враг, ведь Ты живешь во мне. И эхом в поколениях детей моих Тебе хвала. Будем служить Тебе, дом мой и я. Будем служить Тебе, дом мой и я. Каждый новый шаг Тебе доверяю. Я знаю, что я в руке Твоей. Бог мой, вся жизнь моя и все мои дела пусть воздаю хвалу Тебе. Я буду жить и возвещать дела Твои, Господь, вовек. И ничего не сможет сделать враг, ведь Ты живешь во мне. И эхом в поколениях детей моих Тебе хвала. Будем служить Тебе, дом мой и я. Будем служить Тебе, дом мой и я. Искупил нас дорогой ценой. Оправдал нас и вернул домой. Вместо смерти дал с избытком жизнь. Я и мой дом лишь Тебе принадлежит. Я буду жить и возвещать дела Твои, Господь, вовек. И ничего не сможет сделать враг, ведь Ты живешь во мне. Живешь во мне. И эхом в поколениях детей моих Тебе хвала. Будем служить Тебе, дом мой и я. Будем служить Тебе, дом мой и я. Христос воскрес! Всех с праздником! Аллилуйя! Слава Богу. Также я бы хотел, сейчас мы уже перейдем к слову, у меня есть еще для вас небольшие новости. Вы все знаете, что наша церковь, мы входим в
в Большой христианский союз российский, РосХВЕ, Российский объединенный союз христиан веры евангельской. Да? И наш начальствующий епископ Сергей Васильевич Риховский. Кто знает об этом? Сейчас мы посмотрим поздравления Сергея Васильевича, которые он записал. И так как у нас еще пульт не установлен, я пойду туда с микрофоном, и в этот микрофон мы пустим колоночки. Когда у нас все будет, у нас будет все хорошо. И со звуком, но пока так. Но я бы хотел, новость заключается в том, что на прошлой неделе указом президента Российской Федерации Сергей Васильевич Риховский назначен членом Общественной палаты Российской Федерации. И это уже не первый раз, внимание, 8-й. Он 8-й раз становится членом Общественной палаты. И, вы знаете, ни один человек в нашей стране не был 8 раз в Общественной палате. Единственный человек – это Сергей Васильевич, и он единственный из религиозных деятелей. Вообще из всех никто 8 раз не был, а он уже 8-й раз. Более того, я вам скажу, знаете, ту работу, которую он делает вообще, я просто читал, он также отправлял письмо от Министерства обороны. Вы знаете, что сейчас Министерство обороны, оно также утвердило институт, как называются, священники, которые в войсках находятся, капелланы. Институт капелланов. До этого это была прерогатива только православной церкви. Сейчас это также доступно и нам. Есть официальное письмо, то есть будут православные священники и будут евангельские, протестантские священники, которые будут также служить капелланами. Это говорит о чем также? Это говорит о том, что мы признаны как традиционная религия также. И я думаю, что будут официальные заявления также по этому поводу. И огромная роль в этом принадлежит именно Сергею Васильевичу Риховскому. То, как он служит, вы знаете, у него есть библейские курсы в Госдуме, куда он приходит, и он служит там депутатам, и они изучают Библию, и он проводит молитвенные завтраки, он молится. И знаете, у каждого есть своя зона ответственности. И если ты служишь в церкви, и вы знаете, каждый труд, он почетен. Я просто хочу отдать должное всем людям, кто вот вообще трудился на этой неделе, всей молодежи, кто вывозил у нас снег вот из-за дома. Ребят, поднимите руку, вот кто был. Давайте мы им поаплодируем, потому что я приехал. Мы же легких путей не ищем. Мы подождали, когда снег намокнет, потом замерзнет, чтобы его нужно было долбить. Сразу его не вытаскивали. Вот. Потом сюда его вытащили, и потом у нас Татьяна, огромное ей спасибо, низкий поклон, организовала машину 30 кубов вместе с погрузчиком всего за 7 тысяч. Это реально дешево. Как бы, да, вывезли это, слава Богу за это. Дмитрий Петрович, который моложе всех молодых и постоянно с лопатой и везде. Огромное вам спасибо. Все, кто приходил сюда, вчера мы здесь, ну, представляете, как бы здесь клеили, был мусор, и вот эти вот подиумы делали, пилили, строгали, была сварка, то есть было слегка пыльно и грязно. Сегодня мы пришли, везде чисто, пыль вытерта. Все, кто был, Лена, Лариса, моя супруга, опять же, Таня, вообще все, кто был, прославление, которое сюда пришло и выносило. Если я кого-то не назвал, вы меня простите. Это не означает, что я не помню, Господь, Он всех знает. Огромное вам спасибо, каждый, кто вносит свою лепту. Слава Богу за вас. Вот. Там Слава скромно сидит, ему тоже слава Богу. Аллилуйя. Как у меня Зоя спрашивала, да, что, папа, скажи, когда дядя Слава поет «Слава Богу», о чем он думает, как бы? Ты Данил спрашивал? Ну, не суть. Хорошо, и вам удобно там стоять? У нас место есть вот здесь. Проходите, садитесь мне как-то. Вот место есть, тут 3 стула спереди в этом. Проходите, садитесь. Здесь тоже место есть. Проходите. Все так смотрят. Спасибо, мы постоим. Вы знаете, вчера у нас молодежка, они проводили здесь собрание, после этого ходили в парк Урдел. На горе у нас, знаете, где огоньки такие красивые.
Я так туда и не попал, но, говорят, было круто. Ну, в смысле, я только довозил и забирал. Вот. И когда мы ехали обратно, время уже было около 11 ночи, и мы проезжали мимо, вот по Кутузово, да, у нас православный храм, да, церковь есть. И сотрудники ГАИ уже перекрыли дороги, и люди в 11 часов, они уже подтягивались. Вы знаете, что православная церковь, у них ночное богослужение, торжественное, праздничное, и люди уже идут туда. И вы знаете, что традиция, да, люди обычно приносят куличи, освещают их там, да. Я смотрю, кто-то несет там, ну, пакетики с куличиками, там, с яйцами освещать, а кто-то идет с вербами. И, по-моему, вербы это вообще на вербное воскресенье, да, как бы, ну, я не знаю, какие традиции, но, знаете, мне это подтолкнуло к мысли, что люди очень часто, они соблюдают и чтут какие-то традиции, которые есть в этом народе, но совершенно забывают, какой истинный смысл вообще. Что мы празднуем? Что мы празднуем сегодня? Воскресенье. Что это значит? Что он был мертв и воскрес из мертвых. Суть фразы «Христос воскрес», что он умер, что он был мертв, что его похоронили. И он после этого воскрес, что он опять стал живой. Только вдумайтесь в это. Люди несут какие-то... я никого не осуждаю. Ну, там, в смысле, вербочки, куличики, традиции, все замечательно. Но если ты не помнишь истинного значения, грош цена всему этому. Тебе какая от этого польза? И когда мы говорим «Христос воскрес», и говорим «воистину воскрес», что это означает? Да, действительно, Он живой. Почему эта фраза вообще? Почему это так важно? Давайте я вам прочитаю, знаете, Павел сказал, первое послание Коринфянам, 15 глава, 14 стих. Смотрите, что он пишет. А если Христос не воскрес, то все, что мы возвещаем, не имеет смысла, ровно как и ваша вера. Если Христос, Он не воскрес, товарищи верующие, расходимся по домам. Смысла нет никакого. Если ты не веришь в то, что Христос воскрес, вообще ничего нету. Весь смысл нашей веры и то, что основано только потому, что Он воскрес из мертвых. В этом суть вся праздника. Без Него нет церкви никакой. Без Его воскресения нет никакой благодати, нет надежды для человечества, нет ничего вообще. Нет никакого смысла. Мы так много поем, да, вот песен, и сегодня пели. Я просто помню, мы в 90-е там была такая песня. Да, Он воскрес, Он жив, в гробу нет никого. Да, Он воскрес, Он жив. Мы сами видели Его. Может быть, кто-то помнит. Жизнь нашу сделал новой, из мертвых воскрес живой. Такие слова. Да, Он воскрес. И почему так много говорится про воскресение? Вы знаете, люди боятся смерти. Есть кто-нибудь, кто не боится? Красавчики. Но это вы уже верующие. А если ты неверующий? Вы знаете, я просто вот был на похоронах, вот последний раз у нас Ада, помните, умерла, была в нашей церкви, и от последствий ковида, скорее всего, то есть она очень тяжело, болела, скорее всего, наверное, тромб. И когда я пришел на похороны, и разные люди, я даже так удивился, Якутск город все равно маленький, там с тем учился, с тем женился, кого-нибудь обязательно найдешь через кого-то знакомых. Я увидел так много знакомых, какие-то предприниматели были, оказывается, они вместе с ней учились, и я их знаю там просто по работе, еще кого-то. И вы знаете, смерть – это великий уравнитель. И какие бы ни были люди, не занимали какое положение, знаете, на похоронах все как-то задумываются, так скажем. Смерть – великий уравнитель. Все, любой человек, неважно, сколько у тебя знакомых,
какую должность ты занимаешь, какой у тебя социальный статус, сколько у тебя денег, какой у тебя... Все будут там. Если Иисус Христос не придет при нашей жизни, мы все умрем. И эта мысль, она, знаете, как бы давлеет над людьми. И когда ты задумываешься об этом, знаете, как великие философы, которые размышляли об этом. Сократ говорил, что... нет, это Аристотель был, что смерть – это конец всего. Другой философ французский, он говорил, что вообще смерть, она убирает всякий смысл жизни. Еще раз, внимание, если человек, он живет и он умирает навсегда, и нет жизни после смерти, то вообще нет никакого смысла и в жизни. Ну какая разница? Вот твоя жизнь, вот представьте, тысячелетняя история человечества, если нарисовать прямую. И твоя жизнь это какие-то там 70-100 лет. Это как точка, которую не видно. И какой смысл? Есть она, нету ее. Что будет? И для таких людей, для людей неверующих, это истина. Жил, не жил. В глобальном понимании человечества нет никакого смысла в этом. Когда людей спрашивают там, в чем смысл жизни? И кто-то пытается находить и говорить там, вот семья и так далее. Но если в философском смысле, в экзистенциональном, размышлять про судьбы человечества, что это означает? Если ты умираешь, то действительно кажется, что нет никакого смысла в этом. И возникает вопрос, так почему же христиане, почему же верующие, они верят в воскрешение? Когда я сейчас спрашивал, кто не боится смерти, люди поднимали руки. Почему они не боятся? Потому что они верят в воскрешение. Почему? Почему христиане, они верят в воскресение? Прежде всего, потому что это написано и обещано многократно в Библии. Да? На протяжении всего Ветхого Завета, внимание, Ветхий Завет был написан за много-много столетий и тысячелетий до рождения Христа. Да? Уже там было обетование о том, что человек, он не просто живет, но он после смерти, он воскреснет. Давайте мы посмотрим книгу Иова. 19 глава, 25-27 стих. Смотрите, что написано. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его. И стаивает сердце мое в груди моей». Книга пророка Иосии, 13 глава, 14 стих. Бог обещает своим людям, своему народу: от власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И, конечно, 22-й псалом. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Я спрашивал, кто боится смерти, и кто-то поднимал руку, что нет. Нам не нужно бояться вот этой смертной тени. Потому что Бог, Он обещал, что могила, она не удержит нас. Если ты веришь в Иисуса Христа, то смерть, она не удержит тебя. И более того, уже в Новом Завете сам Иисус, Он добавляет к этим обетованиям, которые были в Ветхом Завете. Давайте мы посмотрим Иоанна, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Иисус говорит следующее. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 6 глава, 40 стих. Он говорит следующее. Еще раз внимание, это Иисус, наш Господь, говорит:
Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. И все вы знаете золотой стих Библии. Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вечное это что значит? Навсегда. Возникает вопрос, кто-то может спросить, почему наша надежда на воскресение, наше воскрешение, она связана с верой в Иисуса? Почему? Почему это так важно? Почему Иисус? Ответ в сегодняшнем празднике. Да потому что Он первый, кто воскрес из мертвых. Кто-то может сказать, что, были же другие, он там Лазаря воскрешал. Я имею в виду, что не просто воскресил, вот всех людей, которые написаны в Библии, да, примеры, они воскресли только лишь для того, чтобы потом опять умереть физической смертью. Но Иисус воскрес для того, чтобы остаться живым. Он победил смерть, Он победил ад. И эту победу Он дал нам. Только вдумайтесь, насколько круто. Да, очень захватывает. Я понимаю, наверное, жарковато, да? Откровение, 1 глава, 5 стих. Такая фраза. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых». Он первый, кто воскрес из мертвых. И мы последуем за Ним. Он первый, кто победил смерть навсегда. Откуда мы знаем, что Иисус, Он воскрес из мертвых? Мы читаем это в Евангелии. Евангелие это в Новом Завете, да, то есть благая весть, она в этом и заключается, что есть, вы знаете, да, историю Иисуса, что Его распяли, Он умер на кресте, и Его что? Его похоронили в гробнице. И гробница, она что? Она пустая. Женщины потом пришли, и они не нашли там никого. Ни в одной религии мира. Вот смотрите, я часто этот пример приводил. Приблизительно 5 веков спустя, после жизни Иисуса, был такой человек, Мухаммед, который многое подчеркнул, на самом деле, из Библии, как мне кажется, основал свою религию. У него было много последователей, которые чтут его до сих пор. Но что произошло? В один день он умер, его похоронили в городе Медина. И сейчас каждый правоверный мусульманин должен совершить хадж, желательно. То есть посетить это святое место, но суть в чем? То есть можно прийти в Медину, каждый год туда там, миллионы паломников едут. Он умер, он там, он в могиле. Могила его там находится. Если бы кто-то решил эксгумировать, вскрыть могилу, там находятся его остатки. Он умер. За 5 веков до Христа был другой человек в истории человечества. Боюсь ошибиться, Сид Хартха. Как-то так приблизительно имя его было. Мы его все знаем как Будда. Он пытался достичь просветления. Он размышлял. У него куча последователей. Он жил на территории Индии современной, да? Но потом что произошло? В один день он умер. И по его завещанию он заповедал, чтобы его тело кремировали, сожгли. Но что произошло? Кто-то там, один из учеников, успел вытащить его зуб из пепелища. И сейчас на Шри-Ланке есть храм зуба Будды.
И это тоже такое святое место для всех буддистов, они туда приезжают. Но что я пытаюсь донести и сказать вам? Он умер. И этот зуб, он там хранится где-то, все, что от него осталось. Его больше нет. Но наш Господь, Он живой. Как говорится, почувствуйте разницу. Если прийти к Нему на могилу, никто не знает точно, но если приехать в Иерусалим и там показывают и говорят, что вот здесь гробница Иисуса, в чем я сомневаюсь, скорее всего, это просто коммерческое место, где нужно зарабатывать. Потому что когда показывают, если кто-то был в Иерусалиме, и ты стоишь возле стены, и там есть такие окошечки, и там где-то несколько десятков метров вниз, вот говорят, что это приблизительно там, то есть стена, она туда дальше уходит. И это там, где это место, это вот во времена Иисуса, Иерусалим, он там находился. То есть вот это вот все наслоилось уже после этого. Поэтому я сомневаюсь, лично я. Но это не говорит ни о чем, да? Суть в чем? Иисус, Он живой, гробница, она пустая. Он не остался там. Аминь. Его там нет. Мы говорим об этом, и слова, они как-то, да, круто. Вот Он умер и воскрес. Вы только вдумайтесь в это. Умер и потом ожил. Да это нереально. Только Бог может сделать это. И Иисус, Он сам говорил о себе, что это то, что будет, что Он воскреснет из мертвых. Давайте мы посмотрим Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих. Написано следующее. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». На самом деле Иисус, Он так часто говорил об этом, что мы знаем, что когда Его наконец казнили, Его распяли, и Он умер, иудейские лидеры, они пришли к Пилату, который был римским правителем над Иудеей, да? И о чем они его попросили? Давайте мы прочитаем, смотрите. Матфея, 27 глава, 62 по 66 стих. «На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, это они про Иисуса, еще будучи в живых сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: имейте стражу, пойдите охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Что происходит? Иудейские лидеры, они не верили, что Иисус, Он на самом деле Сын Божий, да? И они говорили, что мы помним, Он говорил, что я воскресну на 3-й день. Как бы Его ученики не задумали такую схему, то есть представьте, они его выкрадут, тело, и скажут, что Он воскрес. Давай поставим охрану. И вы представляете, вооруженная охрана из римских солдат. Никто бы не пришел туда, плюс многотонный камень, который опечатали. И никакой бы вор, никакой бы злоумышленник не смог бы отодвинуть его. Но разве могла римская охрана помешать силе Божией? Нет. Какие бы сильные ни были римские солдаты, они не могли остановить Бога от того, чтобы Он воскресил Иисуса из мертвых. И на самом деле вы знаете, что церковь была основана на 50-й день после воскресения Иисуса Христа, так называемый день Пятидесятницы. И на самом деле все, что нужно было критикам и противникам Иисуса, чтобы остановить Его движение, остановить церковь, это просто предъявить Его тело.
принести и сказать: смотрите, да он мертвый. И все бы заглохло. Ничего бы не было вообще. Но никто не смог этого сделать. Почему? Потому что его там не было. Он был живой. Он воскрес. Он воскрес из мертвых. Более того, вы понимаете, что я пытаюсь вам показать и донести? Смотрите. Все начинается за много-много столетий, тысячелетий до рождения Христа. Весь Ветхий Завет, он указывает на Него. И он говорит, что будет такой человек, который придет на землю, который родится в таком-то месте, который совершит то-то и то-то. Иисус исполнил больше 300 пророчеств, которые были за много столетий до Него. Если даже иметь их перед собой и попытаться это воплотить, никто не сможет. Ты не можешь выбрать место, где ты родишься. А это было предсказано за много тысячелетий. Как ты будешь жить, какие чудеса Он совершит, и как Он умрет, и что Он воскреснет на третий день. И Иисус все это воплотил. И мы сейчас смотрели, это было в Ветхом Завете, и говорилось, что так будет, и Он воскреснет. Потом Иисус сам говорил об этом в Новом Завете. Потом дальше мы говорим, мы касаемся, да? Давайте мы посмотрим еще. 1 Коринфянам, 15 глава, с 3 по 9 стих. Были скептики в то время, да? И Павел, он пишет. То есть некоторые люди, они не верили, современники. Иисус, он показался ученикам, они его видели живым, но не все, да? И Павел пишет позже: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Дальше, внимание. «И что потом, да, явился Кифе, потом 12, то есть ученикам Он показался живой. Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили, то есть уже умерли. Потом явился Иакову». Это он говорит про брата Иисуса. «А после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». О чем здесь Павел говорит? Он говорит тем людям, которые сомневаются и задают вопрос: а воскрес ли на самом деле Иисус? Он говорит, что: ребята, я сам Его видел живым, своими глазами. Но даже если вы мне не верите, есть 500 братьев, которым Он одновременно показался. Они Его видели, и некоторые из них, они до сих пор, или большинство из них, они еще живы. Вы можете пойти и спросить их. Это в то время Он им говорит. Есть люди, которые видели Его. Идите спросите. И на самом деле все исследователи Библии, они сходятся на том, что доказательства того, что Иисус, Он воскрес, библейские, они неопровержимы. И до сих пор, когда люди читают об этом, слово это имеет силу, и люди, они обращаются в веру. Аминь. Жарковато, да? Нормально? Мне что-то совсем тепло здесь. У меня была мысль выключить отопление, но совсем. Хотя у нас даже окна открыты, и как-то наконец-то у нас тепло. Слава Богу. Итак, обетование о том, что будет воскрешение, оно было дано в Ветхом Завете, оно потом было дано Иисусом, потом были свидетели этому, и слово это свидетельство, оно до сих пор обращает людей в веру. Но более того, есть еще несколько очень могущественных образов, которые оставил нам Иисус. Вы знаете, что в ту ночь, когда Иисуса предали, Иуда его предал, когда его схватили, у него был ужин со своими учениками, да? В синодальном переводе вечеря. То есть он ужинал со своими учениками, и
Он положил традицию, которую мы знаем как причастие или хлебопреломление. И это то, что мы совершаем в церкви. И любая христианская община, она делает это. И давайте мы посмотрим, что Павел, он говорит об этом. 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Все знают это местописание, да? И у меня всегда возникала мысль, почему говорится про смерть? Говорит, что смерть Господа возвещаете, не Его воскрешение. Ну, как-то думаю, радость-то именно в воскресении, в воскрешении. Но когда я размышлял над этим, вы знаете, я начал понимать, что, на самом деле это не совсем так. Вы помните, вот та вечеря, тот ужин, который Иисус, Он имел с учениками, что это было? Это была Пасха. Это был Песах, еврейский праздник, да, который иудеи не праздновали во знаменование того, что ангел смерти, он прошел мимо, когда они были в Египте. Вы помните? И, знаете, в русском языке, просто вот в синодальном переводе, у нас что иудейская Пасха, Песах, по-русски называется Пасха, что наша Пасха, она называется Пасха, и поэтому как-то люди, спокойно это воспринимают. И, но, вы знаете, например, на английском это совершенно разные слова. И иудеи вообще, они называют Песах, да? И кто помнит вообще, что иудеи празднуют, что произошло-то вообще на самом деле? Вы помните, что израильский народ, он находился в рабстве в Египте, и Господь, Он послал Моисея к фараону, который должен был прийти и сказать, что «отпусти народ мой». И фараон не очень горел желанием отпускать рабов, которые задарма работали. И тогда Бог, Он послал такие стимулирующие знамения, да, которые мы знаем как 10 казней египетских. И там всякие разные ужасы были. И самый последний, что это было? Прошел ангел смерти, да, и в каждом доме самый старший ребенок, старший сын, он умер. И для того, чтобы это не произошло, то есть представьте, в каждом доме, вообще везде, первенец написано. Самый старший везде, у всех, в каждой семье он умер. И для того, чтобы у иудеев это не произошло, что они должны были сделать? Они должны были взять ягненка, или в Библии написано агнец, без пятна и порока, то есть невинный абсолютно, совершенно чистый, совершенно не запятнанный ничем. Его принесли в жертву, убили, взяли кровь его и должны были помазать косяки дверей. И когда ангел смерти, он шел, все дома, которые были помазаны, он прошел мимо. А там, где не было помазано, в этом доме везде первенец, он умер. И поэтому Пасха, или это пройти мимо, Песах с еврейского, смерть, она прошла мимо. И именно это Иисус, Он праздновал. Потом, после того, как это произошло, Господь, Он заповедовал и сказал, что израильскому народу, что празднуйте это событие, да, вспоминайте об этом, и это то, что они делали. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание. И вот они, Иисус, Он сидел, они сидели на Пасху, на еврейскую, они вспоминали это событие, и Он преломил хлеб и говорил, что это тело мое ломимое за вас. Но я хочу, чтобы вы увидели параллели. Вот то, что было, это также прообраз того, что указывает на Христа, то, что было с евреями. Наш ягненок, наш агнец, который был заклан, который был убит, чтобы смерть, она прошла мимо нас, это Иисус. Тот ягненок, это был прообраз для иудеев. Но весь смысл нашего праздника, то, что Иисус, Он воскрес, смотрите, Он умер, Он наш агнец, Он наш ягненок, который был принесен в жертву.
И Его кровь, она помазала косяки в нашей жизни, для того, чтобы смерть, она прошла мимо нас. Вы понимаете? То есть даже в хлебопреломлении, которое причастие, которое мы будем сегодня принимать, есть указание на воскресение Иисуса. Аминь. Я заканчиваю, я бы хотел, знаете, вот мы как верующие, каждый верующий, он принимал обряд крещения. И даже в обряде крещения есть вот этот образ смерти, то есть когда мы погребаем, мы опускаемся в воду, мы опустились туда, это символизирует смерть. Смерть ветхого человека, смерть для старой жизни, смерть для греха. Но есть также что? Обещание воскресения. Когда мы крестим людей, мы их погружаем в воду, и мы что? Мы их там не оставляем. Да? Они там не остаются. Кто крестился? По количеству поднятых рук вас подняли. И это символизирует воскрешение. Мы не остаемся в могиле. Мы умерли для греха, но воскресли для новой жизни. В это символизм крещения, который также указывает на воскрешение. И это обетование для будущей жизни, что могила, она нас не удержит. И внимание, не потому, что мы такие крутые и хорошие, и мы что-то классное сделали в жизни, и мы поступали и делали добрые дела. Да нет! Все из-за Него, потому что Он умер и воскрес. Только благодаря Ему. В этом суть всего праздника. И не важно, кто ты и что ты, но путь к этому, он один, только через Иисуса Христа. Он все сделал, но от тебя требуется одна вещь, ты должен верить. И ты не можешь въехать на вере чужих людей или близких тебе людей, на чужой вере. Это только между тобой и Богом. Есть часть, которую совершил Бог. Он отдал своего Сына, и Он все предусмотрел. И спасение, оно только по благодати. Ты не можешь его заслужить. То количество добрых дел, то количество служений, которые ты несешь, совершаешь и делаешь, они в этом смысле не имеют никакого значения. Ты не можешь заработать спасение. Аминь. Но только благодаря Иисусу. Могила, она не сможет удержать нас. И именно это обещание мы находим еще раз, 1 Коринфянам 15 глава, 51-57 стих. Внимание. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему», то есть, понимаете, да, тленное, то, что гниет, да, то, что надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Ребят, мы плавно подходим, вот вообще вся суть воскресения Христова и то, что Иисус, Он воскрес, это то, что Он победил смерть. И ты задашь вопрос, для меня это какое имеет значение? Для тебя это имеет значение, что если ты веришь в Него, то ты также воскреснешь из мертвых. Что? Здесь физическая смерть на этой земле – это не конец для тебя. В этом вся суть.
То, что мы празднуем, если подумать об этом, это не просто какие-то куличики и какие-то яйца. Это хорошие, может быть, традиции, и везде они разные. Но суть в том, что ты не умрешь. Вернее, ты умрешь, но ты воскреснешь для вечной жизни. Ты будешь жить вечно. В этом суть этого праздника. Насколько это круто! Никто не может дать этого. Люди в этом мире, вы знаете, как вот, например, не так давно, несколько лет назад умер вот дедушка Рокфеллер. Ну, их там много дедушек. Но вот какой-то, которому сердце пересаживали 6 раз. 6 раз. Вы знаете, что в западном мире там очередь, на несколько лет, чтобы сердце пересадить, это, это не только дороговато, нужно же найти человека, то есть, чтобы не было отторжения, это определенные группы крови там и так далее, и так далее. То есть это должна быть полная совместимость генетически, чтобы, то есть сердце это как бы, не самый последний орган в организме, да, который прижился бы у тебя. И я сомневаюсь, что простой человек, он бы смог хотя бы даже пару раз пересадить сердце. Видимо, как там, все животные равны, но некоторые равнее. То есть ему как-то, видимо, это, но и это его не спасло. Я вам скажу, все деньги, они не могли его, он все-таки в конце концов умер. Но для верующих есть надежда и упование, и обещание, и твердая уверенность. И в этом смысл этого праздника, что на этой земле смерть – это не конец, и что смерть, она побеждена. И в этом суть нашей веры, что мы верим в Иисуса Христа, который победил смерть. Он не только дал нам свободу от греха, Он не только ведет нас по этой жизни, и тебе не обязательно заниматься такими вещами, которые ты на самом деле не хочешь заниматься, как Павел писал, да, что делаю то, чего не хочу. Но у нас есть свобода от этого. Но также радостная весть заключается в том, что смерть, она побеждена. Мы воскреснем с Ним и будем жить вечно. Аминь. Давайте мы поднимемся. Давайте мы помолимся. Смотрите, мы сейчас будем принимать причастие или хлебопреломление. И есть такая деталь. Если ты верующий человек, если ты принимал водное крещение, тогда ты можешь принимать причастие. Если ты не принимал крещение, лучше воздержаться от этого, да, потому что смысла в этом для тебя никакого не будет. Это для верующих, да. Поэтому сейчас мы будем это делать. Если ты принимал водное крещение, добро пожаловать. Если ты не принимал, нет ничего страшного в этом. У тебя все еще впереди. Давайте мы помолимся сначала. Аллилуйя. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за Иисуса Христа, за Его смерть и за Его воскресение, за то, что Ты освободил нас от проклятия смерти и от проклятия греха, и что Ты дал нам жизнь, и что мы будем жить с Тобой. Благодарим Тебя, Господи. Прямо сейчас я хочу спросить, если у нас есть в зале люди, вы никогда не принимали Христа как своего Господа и Спасителя, потому что все, о чем я говорил, это не имеет никакого смысла для вас, если вы не верите в Иисуса, если вы не молились Ему и не просили Его войти в свою жизнь. Если кто-то есть в зале, и вы хотели бы это сделать, я прошу вас, поднимите руку, я помолюсь с вами. Я могу помолиться с вами, и дальше мы будем принимать причастие. Если есть кто-то, anybody, Господь благослови всех. Хорошо, давайте мы благословим тогда хлеб и вино. Давайте мы прострем сюда руки свои и осветим это. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя. Иисус, мы принимаем этот хлеб с благодарностью, вспоминая Тебе, и мы провозглашаем, что это тело Твое, которое было ломимо за нас.
И что это вино, это кровь Твоя, которая была пролита за нас. Мы все это принимаем, вспоминая о Тебе с благодарностью в наших сердцах. В этот день воскресения Твоего. И мы радуемся с Тобой, что Ты победил смерть, что Ты наш Господь и что наш Бог. Совершаем это с благодарностью. Аминь. С этой стороны можно будет проходить и там возвращаться. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех, кровь свою пролил на алтарь и спасил. В небе навсегда записан мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все, все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех, кровь свою пролил на алтарь и спасил. В небе навсегда записал мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Мы в присутствии Твоем, руки поднимаем. Ты сердце мое, ты сердце мое, всей душой тебя, мой Бог, благословляем. Ты все во всем, мы в присутствии Твоем, руки поднимаем. Ты сердце мое, сердце мое, всей душой тебя, мой Бог, благословляем. Ты все во всем. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус,
мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Хорошо, и я вам говорил по поводу поздравления от Сергея Васильевича Риховского, нашего начальствующего епископа, и как-то забыл, дальше мы ушли. Давайте мы сейчас посмотрим то поздравление, которое он отправил. Дорогие друзья, драгоценные братья и сестры, поздравляю нас всех со светлым праздником воскресения Иисуса Христа, праздником Пасхи. Сегодня многие верующие по всему лицу земли празднуют великое событие, день, когда смерть была повержена, день, когда по праву воцарились мир, истина и жизнь. Молюсь о том, чтобы спасение, дарованное Христом каждому человеку, стало основанием жизни для многих людей. Ведь только в Иисусе успокаивается человеческая душа. Праздник Пасхи – прекрасная возможность для всех нас снова обратиться к Писанию и вспомнить, что Христос – фундамент нашей жизни и веры. Как писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам: «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Своей добровольной жертвенной смертью за грехи людей наш Господь Иисус Христос продемонстрировал человечеству настоящую божественную любовь. Пусть Божий мир наполняет наши сердца. Пусть любовь Христа согревает наши семьи. Пусть из всех уст звучит сегодня радостное торжество о том, что Христос воскрес, воистину воскрес. Слава Богу! И я чуть не забыл, у нас, вы знаете, что все, что мы делаем, включая ремонты, включая приезды проповедников и так далее и тому подобное, вся наша деятельность осуществляется за счет тех средств, которые мы даем и жертвуем. И сегодняшний день он не исключение, не могу вас лишить этой привилегии участвовать в служении Божьем. Если вы первый раз, и вы в чем-то сомневаетесь, не понимаете, вообще не переживайте. Это на добровольной основе. В Библии написано, что добродохотно дающего, да.
любит Бог и благословляет. Поэтому, если вы что-то приготовили, мы на этом будем заканчивать. Вы знаете, что у нас можно либо в электронном виде по номеру этой карты, либо вот физически, если кто-то еще пользуется твердыми деньгами. Это также можно сделать. И мы будем... Что? Нет, давайте, Галь, уже внизу, хорошо? Мы заканчиваем на этом, и мы спускаемся вниз. У нас будет праздничное чаепитие, хорошо? Мы там пообщаемся, поговорим. Можно здесь остаться, пообщаться. И еще раз, вся суть праздника, не забывайте об этом. Великая радость в том, что Иисус Христос, Он воскрес, Он победил смерть. Еще раз я вас поздравляю всех от всего сердца. Пусть Господь, Он благословит вас на эту предстоящую неделю. Мужчины, помните, да, что нам надо поднять все оборудование наверх. Если что, не убегайте. Все.